Археологи Коми раскопали новые факты о древнейшей истории республики. Экспедиция проходила в Ижемском районе около поселка Том. Там искали следы эпохи мезолита. За неполный месяц детективы прошлого собрали внушительную коллекцию кремниевых артефактов и фрагментов костей. Что именно обнаружили археологи, расскажет Наталья Юрина. Раскопки в Ижемском районе проводят археологи по стопам коллег-первопроходцев Коми. В 60-е и 70-е годы составили археологическую карту региона, выявили историческую ценность территории. Сегодня Ижма-Томский микрорайон насчитывает 5 памятников эпохи мезолита. 3 исследовали ранее. Пару недель назад археологи вернулись с 4-го объекта – со стоянки «Вылаз Том-3». В этом геоархеологическом микрорайоне уже раскопано 4 мезолитических памятника. По нескольким из них есть уже даты радиоуглеродные. По новому пока памятнику, а он был открыт в 2018 году только еще, у нас датировок нет. И вот мы получили материал для датирования и как раз можем установить, насколько синхронны стоянки Вылаз-Том-3, стоянка Чьюкатище, которую мы раскапывали в 2019 году, и вот многослойный памятник Вылаз-Том-2. В центре внимания ученых небольшой участок прямо на дороге. Сначала территорию разбивают по секторам, размечают раскопы, снимают верхний слой. Затем аккуратно убирают сантиметр за сантиметром с помощью кисти и небольшого мастерка. И вот долгожданная находка. После предмет с указанием места занесут в план. Археологам важен не только артефакт, но и контекст. Потому, где нашли будущий экспонат, можно сделать выводы о людях, живущих 8 тысяч лет назад на территории Коми. Находки на этом памятнике, как и на всех памятниках эпохи мезолита нашей территории, они залегают неглубоко. То есть сразу после снятия верхнего слоя, это мох или дерн, мы можем уже сталкиваться с первыми находками, которые находятся в культурном слое. Вот это кремниевые орудия, фрагменты орудий, отходы производства кремниевой индустрии, то есть маленькие чешуйки или пластинки. Вот. И далее уже по мере углубления в слой мы находим либо более, либо менее количество находок и костей. Во время раскопок археологи нашли более 600 кремниевых предметов, примерно 100 небольших фрагментов костей. На столе малая часть трофеев с экспедиции. Постороннему взгляду историческую ценность в них не признать. Большая часть изготовлена из кремния. Из значимых артефактов – обломок шлифованного топора, скрепки и скребла, использующиеся для обработки шкур. Особо выделяются крупные острия, изготовленные из пластин. Мезолит вообще, в принципе, отличается своими правильными пластинами, кремневыми пластинами. И чаще всего это небольшие пластины. Вот это, например, условно достаточно средняя пластина. Она здесь не полная, хотя, да, чуть-чуть не полная, здесь чуть-чуть не хватает конца завершения. И вот это вот, например, пластина с ретушью. Здесь нанесена по бокам ретушь, это то есть как раз человек делал, для того, чтобы использовать эту пластину кремневую как, допустим, режущий предмет какой-то. Фрагменты костей отправятся на идентификацию к палеозоологам. Ученым из Коми предстоит серьезная исследовательская работа, составление детального описания предметов, планы распространения находок, оформление отчетов. После найденные артефакты отправятся в музей Коми-научного центра. Наталья Юрина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.